Ассаламу алейкум, добрый вечер, приветствую всех, с вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Сегодня 1 января 2021 года, 20:00 по Берлину и 22 часа по Джохару соответственно. Приветствую вас, друзья. И мы начинаем снова в новом году с новыми силами. Итак, Сидион. Сейчас, подождем, пока все соберутся. Так. Довели, ва алейкум салам, Хамзат Гилай, ва алейкум салам, Фриман, добрый вечер, и тебе добрый. Так. Все будет Ичкерия, Дима, привет. Мадина, ва алейкум салам. Не виснем мы? Виснем, опять виснем. Так, ассаламу алейкум всем. Медина Торет, Аслан, тебя разблокировали. Зависаем, да? Зависаем. Тебя разблокировали, Аслан. Я теперь могу смотреть твой эфир, Бог. Медина Торет, ты же вроде тоже раньше могла смотреть. Некоторые мне пишут, что меня не разблокировали. Может, ты изменила в настройках просто страну? Может, с этим связано. Так, Робин, ва алейкум ассалам. Шевега машволь. Удавай, даюш мой. Так, не виснем или виснем. Так, шалом, Владимир Рабинович. Вайт Леон, Happy New Year. Привет, Леон. Как найти, ва алейкум ассалам. Демократ Правдоруб. Всем ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракат. Так, ва алейкум ассалям. Шульдамаг, ва алейкум ассалам. Аслан, тебя тоже с Новым годом. Далдер, алдуэр, шадерша. Так, Маш Ворсон, Хоми, Ваш Аслан, Хо Юэль. Далдер, алдуэр, Масу Кершерц, леди, Хо Юэль. Так, зависаем, да? Ну вот началось. Вот, я сейчас смотрел, ничего не было. Но надо проводить неожиданные стримы. Ну, были праздники, мы сейчас все наладим, просто не наладила я ничего, но видите, виснем. Виснем. Так. Короче, всем салам, кроме тех, кто отмечал кафирский ног. Демократ, правда, род. Ну, хватит, боже, да. Бюздик, хильмасера, аздаха, холь, бюздик. Так, немного подвисает на секунду, да. Топа. Ты в Германии? Да, именно так, я в Германии. Всем доброго времени суток, с Новым годом, с новым счастьем. Это леди говорит. Ну и чё? Жестко завис. Смотрите, если сейчас оборвется и вообще не будет тянуть, я просто перейду на мобильную связь, на свой телефон и попробую с ней, через него поговорить. Конечно, я вам приготовил сегодня новый рассказ про взрывы домов 99-го года. Хочу этот год начать именно с этого, так как одного показа недостаточно, что вот все знают, надо эту тему долбить. И мы ее будем долбить. Хотя появляется очень много новых тем, и приходится обсуждать и другие темы. Но это Кощеева игла. И да, мухла, 2022 год станет годом восстановления прав чеченской нации. Да, мухла. Потихонечку дело движется в нужном направлении. Будем на это очень-очень сильно рассчитывать. Посмотрим. Видно, не грузит. Видео не грузит. Так. Ну, у меня показывает. У вас не показывает, друзья? До сих пор смеюсь над словами Кадырова про Украину. Так. Видео не грузит. Ну что, уже ничего не виснет. Все норм. Ну, дай бог. Аслан, телефон, чувал. И конкретно тюрьма. Тормоз есть суном. Связу. Так. Но я хотел вам много видео показать. Соборди.
Подождите, давайте я попробую по-другому, но попробую просто. Не знаю, за что они обижаются, что я им такого делаю. Просто рассказываю, что они русских убивают. Это же наоборот, они должны этому как бы радоваться, не знаю. Аслан, тебя разблокировали, что ли? У нас странно, но я могу смотреть твой эфир тут. Но мне тоже кто-то написал, что меня разблокировали, я задал вопрос, и многие мне сказали, что у них не разблокировано. Тот, кто мне писали, да, можно посмотреть в сообщество. Может быть, какой-то провайдер, дерзанул и сделал. Но раз Роскомнадзор запретил, то это может быть проблема у этого провайдера. Может, провайдер какой-нибудь дерзкий попался у тебя. Или может у тебя в настройках ты изменила страну. Нечаянно, случайно, кто-то там, дети полазили, настроили. И всем советую вообще в Ютубе в настройках сменить страну на Соединенные Штаты, Германию, какую-нибудь другую страну. Ну, лучше Соединенные Штаты, потому что они все показывают. Например, Германию, если вы поставите, некоторые вещи, связанные там, фильм, видео с Гитлером, вам могут не показать. А в Америке вы можете это все спокойно посмотреть. Так что вот такие вот дела. Сейчас, подождите, я тут постараюсь настроить это все дело. Хаэцунам дуатой. Ну все, ладно, попробуем. Что есть, то есть. А там как будет, так будет. У меня тоже был обрыв. Выкинуло на Эльдара автообзор. Представить. Что, серьезно? Лала Кайзи. У меня тоже был обрыв, говорит, выкинуло на Эльдара автообзор. Раз пока мы собираемся, давайте этот момент. У меня, знаете, что происходит? У меня на моем канале. У меня появляются подписки каких-то сумасшедших русских блогеров, да, которые там, ура, патриоты, там, туда-сюда. Смотрю, я подписан. Невероятно, да? Короче говоря, вот такие вот темы происходят. А вот ты говоришь, обрыв выкинула на Эльдара автообзор. Мачо на удуцаной, дуй. Я Аллах, дель, кидядат. Вот такие они. Они боятся просто слова правды. Просто, и то, если бы я это делал как-то супер профессионально, подготовленным, с отделом журналистов, там, не знаю, редакторов. Если бы я это делал таким образом, они бы, наверное, умерли от инфаркта. Ну, обязательно мы так сделаем, и им придется умереть от инфаркта. С Новым годом, с новым счастьем, Боже. Аслан, хорошо, что ты не делал эфир на Новый год и левой рукой больше не пей. Я говорю, Путин, народ России требует рязанский сахар, Аслан Лорс. Да, Аслан. Старый вок, ассаламу алейкум, Асар. Ва алейкум ассалам, старый борз. Многих пророссийских гибнюков уже начинают подгорать от слова «все будет Ичкерия». Сразу начинают ныть и истерить. Ну, значит, в правильном направлении движемся. Далбуастам. Чебурнет России стал ближе на один шаг Фримана. Да. Мальдада, салам маршал, добрый вечер. Асколю, алейкум салам, делер, салам маршал, оль мальдад. Машвой. Так, Дион. Многих так, почему зависло? Вроде не зависло, у меня все работает. Зависло, нет, не зависло. Хорошо, что делать так. Боже, храни Америку. Меняйте в настройках страну на США. Абсолютно верно. Старый волк. Так, лунный свет, не занимайтесь опасными иллюзиями.
Если американцы определили мощь армии мира и ВС российского находится в тройке лидеров, это определенно о чем-то говорит. Это лунному свету, он говорит так. Салитер ица оте хам удец. Ица оте салитер ица оте хумдец. Так, Боже, храни Америку. Так, доброго вечера, радио Ребельс. Доброго тебе вечера, тоже радио Ребельс. Муслим, алейкум салам. Так, Муслим зашел. Так, алейкум салам. Не слышно и не видно тебя, Аслан. Как не слышно и видно? Я вижу все. Что такое? По-моему, ты просто сказала, что у тебя можно смотреть, и к тебе нагрянули. И вообще, Медина Торетто. Вообще-то, у нас не принято на канале, если ты находишься в России, говорить, что ты в России. Поэтому и ты так это смело говоришь, это ты подвергаешь себя опасности. Или же ты на работе. Так. По долгу службы, как говорится. Так, Аслан Лорс, он поднимает ее, чтобы она сама дошла до кладбища. Ты про Россию, Муса. Так, Рогозин подписал с великой космической державой Зимбабве какое-то соглашение о освоении космоса. Фриман Дюдинец. Да, вообще клоун этот Рогозкин. Всем салам и шалом из теплого Майами. Аслан, держись там. Шалом, Исаак, салам тебе. Привет всем майамцам. Наркоконь подписал совместную бумажку с Бурунди о неразмещении первыми оружия в космосе. Вот где масштаб. Фриман. Так, речь идет, конечно же, о министре иностранных дел Лаврове. Он же Калантай. Так. Фриман Антипутин. США отрабатывает ядерный удар по России. Это совсем и не мультики. Круто, я не видел. Это говорил Фриман Антипутин. Мова Аслан. Хахайбол бешуй хинца. Дерусо гырчал. МА. Гырчалу вау магар бол бешаву кашк акчуогал с бадагау. Синце халела. Так, Владимир Рабинович, в честь нашего общего предка Степана Бандерича, Бандеры, славься, героям слава. Так, кстати, сегодня день рождения Бандеры, да? 1 или 2 у него день рождения. Поздравляю всех причастных к этому делу, конечно же, величайшего человека, украинского героя, отца нации, можно сказать. Без преувеличения, хотя был он молодой, когда погибал, был убит. Степана Андреевича Бандеры. Так. Аслан парад хирсу ацхана бол дяяц. Дела медин сумел парату. Дал молит ило ваймоста. Бол мича бабиз ваймоста расшен ты бол беш. Герздил деш беш. Следователь шберш мот бетта швейцарильчане и духвех главный кешчера мардамадуй. Так, Лариса Макара, большое спасибо каналу и Аслану за мужественную работу. Больше света на ГБшных упырей продолжать в 22 году. Да, Алмула. Исаак Шмулев, Аслан, ты почему похудел? Ну вот, не доедаю, не кормят меня. Германия, да, нечего есть, отсадись. Не нужно отрабатывать ядерный удар, нужно нанести и точка, говорит, как найти. Да, как найти. Так, Азда, профиль, настройки, общее местоположение. У меня на канале есть видео. Сейчас я скажу вам, от какого числа, чтобы вы могли его найти. Для того, чтобы вы могли обходить блокировки. Так, где это видео? Ну вот, не вижу это видео, потому что у меня сейчас в прямом эфире он не показывает. Не показывает. Есть видео с инструкцией, как обходить блокировку. Это ничего сложного. Вы заходите в настройки, в самом верхнем общие, там находите страну, вы увидите, у вас там, наверное, Россия стоит, если вы не видите этот канал. Меняете на США, все. И да здравствует свобода.
Вот как минимум, какая польза нам от американцев, смотрите, от США. Поменял на США, и ты свободно юзаешь по интернету. Так. Война между Украиной и Россией будет? Ваш прогноз? Я вот делал буквально последнее, до Нового года, последнее мое видео, по-моему, последнее. Я думаю, не посмеет. Террористические акты, коронавирусы, все это будет, пока режим и ГБшный вот этот режим существует. Тут начали про меня писать разные мерзавцы и подонки, что я, критик Кадырова. И, с таким успехом они могли бы сказать, я критик Даудова, критик Демирханова и других, и третье, и десятое. Потому что, они все одно. Даудова можно за один день поменять, поставить вместо Кадырова. Это легко можно сделать, и это сделают в один прекрасный день. В этом нет ни малейшего сомнения. Не Даудова, любого другого. Я критик ФСБ и Кремля. Вот. Даже, ладно, наивные, не понимающие Кавказ реалии, хотя там работают русские, и эти русские с успехом вот этот нарратив, пользуясь журналистской, скажем, иммунитетом журналистским определенной степени, пишут про меня такие вещи, что наглая ложь. И здесь еще выплыл вот этот Кавказ-центр, который является вот таким же, как пропагандистским каналом, который когда-то, когда наши президенты были живы, раскрутился на этом, и с тех пор на это, хотя сейчас он очень сильно упал, он стал таким желтой прессой, но при всем при этом они тоже пишут, что я сторонник Закаева, пишут, хотя я уже неоднократно говорил, что я не являюсь сторонником, абсолютно нагло, беспардонно врут, что я долгое время работал юристом, затем перебрался в Европу, говорит, и примкнул к Закаеву. Активно выступаю с нападками на джихадистов и на исламистов, а также позиционирую себя как сторонник выступления Чечня и НАТО. И далее, потом пишет про другого, про сына верховного судьи Чеченской Республики, оккупированной нашей страны, Янгулбаева, про этих двух братьев, которые пытаются на нашем горе, как и отец нас осуждал, сажал наших людей, также и теперь сынишки начали. Про них же Кавказ-центр не пишет такого. Но ничего удивительного, что Кавказ-центр стал абсолютно подрусским. Я как-то сказал по-русски, потом думал, может не по-русски, может они там заблуждаются еще. Нет, вот этот Кавказ-центр, к которому мы привыкли, там очень много полезной информации когда-то было, и который я много читал, смотрел, он абсолютно стал подрусским. У них вот в этой ленте жена Шевченко, это Геворкова, Надежда Геворкова бывает. Вот, например, про этих Янгулбаевых, они так не пишут, что он долгое время проработал в России и потом вернулся. Не упоминают про их отца. Нападки на меня идут. Вот такие вот Кавказ-центр, вообще уже палиться. Они все начали палиться, понимаете? Когда ты начинаешь говорить правду и грамотно ее делаешь, свою работу, когда ты разоблачаешь, а потом у тебя появляются нужные источники информации, то тогда очень легко разоблачить вот этих преступников, которые из Ичкерии сделали бизнес, которые на этом озолотились, по крайней мере, пытались озолотиться и продавали. Знаете, как называют люди, которые реально сражались против России, и тех людей, которые воровали, питались Ичкерии, присосались как пиявки и пили кровь Ичкерии. Они их называют «нееркюкшкуршдинаш».
Нех кюкш кукшдинаш. Я вначале не понял, что это значит. Потом я говорю, тогда ты сказал, чужие руки и ноги ели. Что это значит? Что ты имел в виду, когда ты это сказал? И он говорит, мы не могли проехать пост и не могли найти $100, чтобы провести раненого. И вынуждены были отрезать руки и ноги наши врачи на месте, потому что мы не могли, гангрена могла начаться и так далее, не могли спасти руку, ногу и так далее. Беллашвай бюч бачун. Цундела, я думаю, в 2022 году в Европе грядет масштабная зачистка от всех. Ичкерик, энтеби, кузабюсер, бэтчун. Все, кто связан, может быть, даже по ошибке он связался с этими спецслужбами. Они все должны будут покинуть страну, Европу. В Европе их не будет. Большая часть их переберется, конечно же, скорее всего, в Турцию. Но даже там турецкие спецслужбы, которые знают, кто с кем связан, после того, как они большой туран на Кавказе попробуют сделать, они их всех тоже от них избавятся. Поэтому будьте осторожны. Те, кто сейчас шуншайн балхир бушунцна. Даялля шун России спецслужб Европе алилар, как когда-то в советское время, когда коммунисты, связанные со Штази, связанные с КГБ люди, просто не могли даже дышать спокойно на территории Европы. Вот то же время наступает сейчас в Европе. Вот их будут зачищать. От и до. И потом произойдет то же самое в Турции. Поэтому все, кто причастен к чему-то, немедленно, не откладывая, покайтесь, признайтесь, мне признайтесь, я готов поддержать вас, защищать вас в случае необходимости. Если мы на бумагу это все изложим, как положено, я готов до конца этого дела, как бы долго оно ни длилось, сопровождать это дело полностью и нести всю ответственность вместе с вами. Ну, если на вас нет крови, если нет каких-нибудь тяжких преступлений, эту ответственность я разделять не буду, но я как адвокат, юрист готов защищать ваши интересы. Если же кто-то хочет как-то по-другому это решить, написать, не мне, а другому, тоже делайте. Опять же, те, кто и тут, и во временно оккупированной Чеченской Республики, и в России тоже работают на российские спецслужбы. Я знаю, как вербовали, как это все происходило. Да? Я рассказывал, хотя меня просили не говорить это. Ну, раз я открыто говорю, то я должен это делать был открыто. Освободилась. Рассказывал, как это происходило во время моей бытности, моей учебы там, и так далее. Да? И те люди, которые со мной учились, а я их знаю, конечно же, сейчас занимают разные должности в Чеченской Республике, которые согласились сотрудничать. Один был, который бегал за ними, его не брали, он бегал, возьмите меня, пожалуйста. И такое время тоже было. Я не склонен обвинять всех поголовно, не склонен всех объявлять всем, там, я не знаю, крестовый поход или как-то выдавать, да, этих людей, если они не замешаны в каких-то преступлениях. Ну, конечно же, эти люди не смогут занимать ни государственные, ни какие-нибудь административные должности в нашей стране. И я им советую сейчас же, немедленно саботировать все действия, которые на вас возлагают ваши кураторы. Вы это можете, я знаю, по силу разных обстоятельств там люди оказались. Поэтому вы можете саботировать, вы можете не выполнять до конца свои функции.
которые на вас возлагают ваши кураторы, это тяжелая ответственность. Вы продали душу дьяволу. Вы сделали тогда выбор и продали душу дьяволу. Это не моя вина. Я не продал. У меня было такое же предложение, как и у вас, но я отказался от этого. Много я перетерпел после этого, но я не считаю, что это было, оно того не стоило. Наоборот, я себя и свой будущий род, поколение спас от того, что коснется меня. И вам то же самое советую. КГБшники должны быть признаны, будут или не будут, это зависит от многих факторов. Часть ФСБ, конечно же, будет осуждена, это уже не вызывает ни малейшего сомнения. Я за то, чтобы все ФСБ было признано террористической организацией и полностью распущено. Поэтому советую всем быть предельно взвешивать свои шаги, которые вы принимаете. Я никому не угрожаю, я не говорю, что это сделаю я. Мои возможности некоторыми людьми иногда преувеличены, но как 3 года назад те вещи, которые фактически происходят, я делаю анализ происходящего события, прилагаю определенные усилия для того, чтобы помочь нашей стране, защитить наши права, которых мы лишены полностью, абсолютно. Вот сейчас захватом моих родственников, потом я узнал, еще 3 захватили, отпустили, пригрозили, и сейчас там люди, не знаю, что там, в панике что-то там как-то себя ведут. Но для меня нет разницы, кого они захватят. Другого чеченца захватят или этих чеченцев захватят. Для меня это не очень... потому что для меня это не очень... Для меня небольшая разница, кого они захватывают. И как вы видите, казнь в 2017 году, когда Игорь Хвостиков приказал казнить более 100 человек, около 100 человек, тогда я открытым забралом выступал, писал, говорил об этом, и рад, что я какое-то отношение к этому имею, к этому факту, поэтому для меня нет разницы. Любой чеченец, чеченка, любой гражданин чеченской будет точнее, и это абсолютно так. Любой гражданин нашей страны, русский, еврей, армянин, абсолютно без разницы, если он, конечно, не выступает за оккупацию нашей страны, не одобряет действия вот этих террористов, этот русский, еврей, армянин, папуас, абсолютно без разницы является для меня человеком, который я буду защищать. Только так мы можем строить государство, только так мы можем отстаивать свои права. Сегодня я защищу их, завтра кто-то другой защитит меня или мою память или еще что-нибудь. Так строится государство. Не мои там братья, тети, дяди должны делать кровную месть за меня, допустим, да? А это должно делать государство. Также должен делать любой чеченец за те 300 тысяч убитых наших граждан всех национальностей. Точно так же любой должен делать. Так что вот такие вот дела. Советую всем категорически начинать саботировать те действия, которые на вас возлагаются бандой, террористической бандой ФСБ. Так что вот такие вот дела. Ладно, давайте почитаю ваши комментарии, и потом я вам расскажу про взрывы домов в Москве. И то, что вы не видели, я вам покажу. Видели, может, кто-то видел, но не у меня на канале и не все. Так, как только я сказал про вербовку, выплыли сразу, короче, люди, которых вообще не было на моем канале. Ай, дедали шваня, дедали. Так, ассаламу алейкум, Асан с Израиля. Шалом, Израиль, приветствую. Так, жена чеченка — это просто жуткое существо.
Одно дело жуткое, там, ее внешние качества и даже то, что она пишет, а на кого она работает, вот что, на кого Шевченко работает, потому что других там нет, другие там не выживают. Так, подписывайтесь на канал, говорит Орти Муслим, подписывайтесь. Поменялся, ну, и ничего не поменялось. Не может быть, Алексей, не может быть. Поменяй на Америку. Ну, если на Беларусь поменял, то, то ничего не изменится. Святослав Андрей. Слава Ичкерии. Героям слава. Салам алейкум. Так. Вчера вспомнили славную охоту 27 лет назад. И в память о той охоте не хватает у меня 2 пальцев. Дал غزوة بوال حشيب يلقى حقوق старый волк. Хахин ваш дадой лахтах шин пилкцене хизулт яхцелитиня. Фриман Антипутинец Асан совершенно прав в отношении ярых строителей исламского государства, что сбежали из Ичкерии перед Второй русско-чеченской войной и ограбили свою алчностью чеченское сопротивление. Да, Фриман Антипутинец, ты даже не, наверное, ты это представляешь, не знаю, что ты там, насколько ты был погружен в это все, но я чем больше погружаюсь, тем больше фиксирую это все, у меня просто нет слов. Инзари дохком, говорю. Мне жалко, если бы я знал, клянусь Аллахом, ладно, садуйтесь. Ладно. Аслан, Саваш говорит, только не молчи. Неуловимый Джо. Кадыров. Так. Так. Эти ярые строители исламского государства устроили бизнес на крови чеченского сопротивления, и фамилии их известны. Да, Фриман, именно так. Именно так. Так, Рамзан Дудаев. Нам, кавказцам, нужен такой союз, которым мечтал Джохар Дудаев и Зиад Гамсахурдия. Теперь Европейского союза без внутренней гарантии по Европейскому союзу. Да, Рамзан, не слова. Откуда знаешь, как вербовали? Это не прости слова. Да, Борис Грозный, это не прости слова. Я даже отдельно видео делал по этому поводу. Я тебе всю свою вам жизнь рассказал, что даже не следовало. Посмотри все, пересмотри, я тебе все рассказал. Мухаммад, вот Кагараев. Скажи, почему не подписался? Потому... Я же только что сказал. Душу дьяволу продать. Хочешь ты продать? Ты продавай, я не буду. Так. Фриман Антипутинец. Аслан Масхадов говорил про этих радикальных бизнесменов, что они ограбили чеченское сопротивление и требовал их прекратить и вернуться в Ичкерию. Да. Зависает Аслан. Так, Мича уже. Так, зависает Аслан. Экстра-бас сделал все, чтобы его заметили. Аслан, интересный собеседник, канал Йозион. Хош уйотин. Твое мнение про этот канал? Суэнс дегамца йохца. Нохчи бюти отстябеш. Ца канал Лерсон Хуэсан. Название дегца йохца. Хош уэл. Ну, что он Йозиаль, пока я не могу сказать. По-моему, ты говоришь о том канале, о котором я буквально вчера смотрел. Так, ну сун интересно, худу хайшун, бадик дючбешву, а половинчатый бадик дючбешву, извиняюсь, мне интересен канал, который говорит правду. Если я вижу, что этот канал говорит не до конца правду, человек там где-то там не говорит до конца правду, в этот момент я начинаю терять интерес к этому каналу. Конечно, все зависит от того, насколько там говорится правда там и так далее, и так далее. Вот этот момент меня интересует. Мне важно, чтобы наши блогеры, так называемые, ну если они наши, которые еще пока я до конца не определился в отношении них, они говорили о взрывах домов в 99 году.
Мне важно, чтобы они не один раз это сказали, чтобы они подробно разворачивали, объясняли, разжевывали эту тему. Это очень важная тема для всех чеченцев. Ни один свободный чеченец не должен обходить эту тему. Взрывы домов 99 года. И вот то, что я об этом говорю, и меня вы просите об этом напоминать, говорить об этом, это важно закрепить в голове, чтобы мы понимали, что эта тема очень важна. Это в любом преступлении, да, является вообще мотив преступления. Да. Если вы, например, к вам домой зашел, например, кто-то, да, и дома у вас сидит, и вы достали там нож и пырнули человека в живот этим ножом, просто за то, что он сидит у вас, кушает, и вы его взяли и убили, причем сами его пригласили. Это является там, преднамеренным убийством. Но если человек вошел в дом или не в дом, где-то пытался вас убить, и вы его так убили, это является важен мотив вашего преступления. Мотив определяет причину, следствие и так далее. Взрывы домов и начало Второй русско-чеченской войны – это две связанные вещи. Нас обвинили в терроризме, в людоедстве, каннибалы, людоеды нас обвинили в этом. Бешеные зверьми назвали. Законно избранный президент при наблюдателях всего ОБСЕ, всего мира, американцы наблюдали за этим всем. Все это видели. И нас обвинили в этом. Мы не могли об этом больше кричать, чем кричали, но и про взрывы домов мы очень мало кричали. К большому сожалению, как я сейчас вижу, наблюдаю. И вот, если мы это оставим, имея такие факты на руках, имея построенное государство отцом-основателем Джохаром Дудаевым нашего государства, чеченцы, это государство, это огромная ценность, огромнейшая ценность. Мы станем равными, мы сохраним для будущего нашу чеченскость, наши ценности, нашу культуру, наш язык. Без этого мы превратимся, не буду я сейчас никого обижать, какой-нибудь народ, проживающий в Сибири или уже ставший полностью русским. Давайте, я думаю, это будет правда, например, те же чуваши какие-нибудь там или еще кто-нибудь. Заранее извиняюсь перед всеми чувашами, но факт остается фактом. Там уже от русского там ничего нет, в том числе и языка даже. О культуре там и так далее тоже, религии и так далее речь не идет. Поэтому мы все должны говорить об этом. И если люди не говорят там какие-нибудь каналы, мне, важно, есть такой канал исторический. Эти люди тоже не говорят об этом. Я думал, что хотя бы будет затрагиваться эта тема. Но нет, мы не будем об этом говорить. Извините, тогда завтра будет поздно об этом говорить. Завтра. Какой бы вклад ни был внесен, люди, которые внесли этот вклад, и они остановились, они, как минимум, вклад остается за ними, которые они внесли, искренне, честный вклад. Но дальше, если этого нет вклада, дело-то оно же фактически, я увидел агентуру здесь. Сун хагинек и букуза. Эмлой хал важаквоч висан, даевоч висан, бубеш сан бесценный эмлой ашбу, потому что они ханхана тяхит, не могут они себе позволить. А остальные дедукуз хилла гуштега, но хинцам хитсу что сурта мола хитсалуду дикчао. Поэтому важно изучать. Потом есть канал про Ноев ковчег. В прошлом своем стриме я очень неуважительно высказался по этому русскому парню, по самому этому Ноеву ковчегу, по этому все. Поэтому по этому поводу я бы хотел и перед этим парнем извиниться, и перед тем, что я сказал, со смехом я пошутил, пошутил неудачно. Поэтому я тоже думал над этим, я сделал неправильно этот
поступок, поэтому извиняюсь. И вот эти вещи мне важно, мне надо, чтобы это дело приобрело оборот. Не мне это нужно, это нам всем нужно. И если занимаются этим Курочкины, Андрей и Инна, русские люди, почему об этом не говорит там какой-нибудь канал чеченский? Почему? Почему про взрывы домов? Мы все чеченцы должны говорить, а блогер, шбубош, аж мы 10 передач можно выпустить, говорить об этом, находить то, что там никто не нашел, искать, говорить. Но об этом не говорят. Кадыров, Мудыров, Кадыров, Дудуров, Бутылкин, и включил тем наш. Нет, это меня в корне не устраивает. И поэтому, буквально прочитав 5 минут, сейчас ваш комментарий, я перейду к взрывам домов в Москве. И расскажу вам кое-что интересное. Поздравляю с Новым годом всех жен Путина. Так, Кадыров, так. США, Америка. Личная критически настроен против некоторых моментов политики ЧРИ, например, исламизации института власти. Так, выпуск Инкульт. Ассаламу алейкум, массарга. Всем доброго вечера и с Новым годом. Алейкум ассалам, выпуск маршуэло. Так, Уайтлин, что нового поляки. Аслан, ассаламу алейкум. Дудаев говорил, что эта война заряжена лет на 50. Дал, а победа не за горами. Алейкум ассалам, Дудаев. Но не за горами, я скажу, сегодня только 27 лет. Я вам сейчас расскажу про новогодний штурм Грозного, который я тоже увидел немножко своими глазами. И немножко вам буквально, и потом перейду к взрывам домов. Сегодня 27 лет прошло с того дня. Я как раз первого оказался в Грозном. Вот. И осталось еще 23 года. Ну, совсем немножко. Но нам нет никакой разницы. Когда у нас было сопротивление, когда у нас были в горах наши партизаны, наш президент был, ветви власти были сохранены, когда мы были представлены в разных международных институтах, там, организациях непредставленных народов, ООН, там, ОБСЕ, там, еще где-то мы были, я не знаю всех вот этих вещей. Тогда нам было важно, чтобы они нас признали. Сейчас, когда у нас практически мало гибнут, да, нас будут здесь пытаться отстреливать, будут им давать пожизненные сроки, да, и они будут без права обжалования находиться, гнить в этой тюрьме, кто попадется. А кто, может быть, даже будет пристрелен в момент совершения какого-нибудь террористического акта, государственного террористического акта. Тогда это год, месяц нам имел значение. Сейчас у нас есть государство. Нам абсолютно все равно, 23 года будет или 123 это будет. Если мы являемся народом, нацией, гражданами нашей страны, мы должны относиться к этому более спокойно. Теперь мы можем абсолютно на законных основаниях критиковать, упрекать, отстаивать права тех людей, которые находятся в заложниках. Да? У нас ведь 300, сколько там, около миллиона человек в заложниках находится, ну, может, меньше. Они врут, что там нас 1,5 миллиона, без сомнения. Ну, может, оккупационным контингентом, приписанными мертвыми душами. Вот тогда нас там, наверное, 1,5 миллиона. Так, может быть, меньше миллиона нас в Чеченской Республике. И вот нам нужно всячески защищать этих людей, отстаивать их права, не давать их убивать, не давать нарушать их права. И не Кадыров, Мудыров говорить, а что это Россия делает, что это сейчас новый УФСБ, Игорь Кочнев это делает. Вот так мы это должны представлять. И там Игорь Кочнев, он не один, у него целый отдел, заместители есть, там другие опера есть, следователи есть, там, и другие люди там есть. Плюс еще командующие разным там
оккупационным контингентом вооруженных банд формирований российских. Вот их тоже нужно всегда подчеркивать, кто что там. Ну, в основном сейчас с людьми работает там у ФСБ. Банда у ФСБ. Поэтому вот мы должны 23 года, это большой срок, конечно. Хотелось бы, конечно, чтобы это произошло в этом году. И я надеюсь, что это произойдет в этом году. Я надеюсь, Амма, даже если это пройдет через 123 года, мы не должны отчаиваться, мы должны нацеленно на результат, на победу двигаться к защите наших прав, несмотря ни на что. Не имеет значения, сколько это лет. Хотелось бы, конечно, быстрее. Но так как Джохар Дудаев практически никогда не ошибался в своих предсказаниях, может быть, это потребуется Это единственное, с чем я не могу с ним согласиться, но вынужден, если так произойдет. Но все воля Аллаха. Ничего страшного. 23 года, я надеюсь, за это время мы хорошую армию информационную подготовим. Так, давайте так. Все, друзья, давайте только не ругайтесь. Ичкери. Ассаламу алейкум, савежи. Как вы? Аллах дал дикхулиршу. Ва алейкум ассалам, Ичкери. Ош, машвой. Так, давайте я вам покажу. Я вам сейчас такое покажу. Так, на канале Чеченский след, Рязанский сахар. Подписывайтесь, кстати, на этот канал. Есть небольшое видео. Начало Первой русско-чеченской войны. Приятного просмотра, друзья. Вставай. С другой стороны. Российские? Отходи. Сюда иди, снимай, я тебе говорю, они стреляют не в нашу сторону. Они прямо стреляют. У тебя нормально? Камера? Ты снимаешь не в нашу, не стреляешь, что ли? Цепляйся. Ой, посмотри на эту дуру. Да не, лучше. Сейчас 3 часа осталось до Нового года. Мы встречаем его, знаете, С салютами. ну, происходит штурм города сейчас. Город берут, не берут, отдают, забирают, знаете, не поймешь. Ну, праздничный салют. Пожалуйста. Так надоело это. Бери. Тебя включена? Да. Красавчик. Слушай, это нам с тобой везет на такие вещи, да?
Я бы не сказал, что везде. Министр иностранных дел Германии Кинкель считает, что европейские государства должны призвать Россию строго соблюдать права человека в Чечне. Отметил, однако, что европейские государства сохранить стабильности на ее территории. Куда шушу, а? Я. Ну как, нормально здесь? Да, ненормально. Нормально. Мечат, клеят, бомбы на счет. А кто виноват? Ельцин! Он лежат дома мертвыми. Тела не можем вывести, некуда хранить, и нечем везти, и некуда. И не можем не выйти из подвала, ниоткуда. Все люди страдают. Обратите внимание, вы видите там парня русского, который там снимает с чеченцами. Вот женщина русская. На других кадрах Первой войны вы видите очень много русских. Это те русские, которых чеченцы загеноцидили, и там не осталось ложью. Из-за их милости. Что, дочку ранила, да? Ну сейчас как у нее состояние? Состояние не знаю. Куда идти, скажи? Кучками не стойте на улице. Они замечают, кучками не стойте на улице. Только выйдешь куда-то и все. Так, подписывайтесь на канал Чеченский след, Рязанский сахар. Так, перейдем к... Сейчас я еще почитаю ваши комментарии немножко. Русский это финно-угорские московиты. Так, лунный свет, Машволь. Да, будет, нам будет Эмин, Ичкерия, Машволь. Так, ни одной секунды не было, чтобы не обстреливали трусы, да? Да, я помню это время. Ну все, давайте тогда поговорим на нашей теме. Сколько сейчас время? Уже 50 минут, а мне надо вам столько еще рассказать. Так, первое, с чего я хотел бы начать, это я как-то у себя в стриме, как обычно, оговорился, там ошибся и так далее. Говорил, что Волгодонск, атомная электростанция Волгодонская, а потом она переименовала в Ростовскую, она раньше называлась Волгодонская именно, она находится в 17 километрах от Волгодонска. Как мы знаем, четвертый взрыв дома путинскими патрушевскими террористами был произведен в Волгодонске. Сейчас я вам покажу. Ну вот, смотрите. Ростовская атомная электростанция АЭС в России расположена в 16, извиняюсь, я раньше читал 17 километров, и почему-то я говорил десятки и 70 километров, я говорю. Нет, она находится вообще в 16 километрах, в 10 минутах, 5 минутах езды. Ну, 15 минутах езды. Расположен в 16 километров от города Волгодонска, Ростовская область, на берегу Цимлянского водохранилища, электрическая мощность 4 там и так далее. Так. С 2001 по 2010 годы станция носила название Волгодонская АЭС, то есть 17 атомная спуска второго электроблока станция была вновь переименована в Ростовскую АЭС. Не знаю, почему они ее то так переименовали. Но это может быть тоже и связано с тем, что взрывы с этими взрывами домов. Ну, давайте послушаем новости.
того периода, 18 сентября 1999 года, взрыв дома в Волгодонске. Буйнакске и Волгодонске. Криминалисты Ростовской области заявили, что при взрыве... Тоже важный момент. Вот видите, сейчас он здесь говорит Буйнакский и Волгодонский. Потом Буйнакский взрыв, где были убиты семьи, взорваны семьи военнослужащих российских банд формирований. Они потом этот Волгодонский, этот Буйнакский взрыв не связывались с теми 3 взрывами, с Волгодонским и 2 в Москве. И потом Рязанские учения это тоже вообще ни с чем не связали с этими предыдущими 4 взрывами. И вот важно, это очень важный момент, потому что у нас, у чеченцев, есть видеозапись, где допрашиваются те, кто взрывал дом в Буйнакске. Туда подвезли машину, загруженную взрывчаткой, и у дома взорвали эту машину. И вот такая вот ситуация. Поэтому потом они уже начали, чтобы военные не задавали лишних вопросов, не связывать эти взрывы. Ну, для таких простячков, как российские военные, это никакого значения не имеет. Ну, не вы, значит не вы. Ну, Басаев, ну хорошо, Басаев. Ну, вот такие они, русские воины, витязи. Давайте послушаем, что говорят вести. Здесь они связывают Буйнакск с Волгодонском. Как в Москве, Буйнакске и Волгодонске. Криминалисты Ростовской области заявили, что при взрыве жилого дома в Волгодонске была использована взрывчатка мощностью не менее 850 килограммов в тротиловом эквиваленте. Из Волгодонска Елена Васильченко. Волгодонск. 18 сентября. 9 часов утра. Сегодня хоронят первых погибших. Оставшиеся в живых очищают свой город от обломков. По данным на 8 часов сегодняшнего утра, в городские больницы за медицинской помощью обратились 527 пострадавших в результате взрыва дома номер 35 по Октябрьскому шоссе. 68 госпитализированы, из них 15 детей. За жизнь 22 человек врачи борются до сих пор. Это было что-то невообразимое, потому что везли больных, которые были очень тяжелые, очень много было черепно-мозговых травм, и все они, конечно, в шоковом состоянии. Они тоже все испытали ужас, как и мы, которые смотрели на них. Это было просто ужасно. У вас вся семья пострадала? Нет, вот Леночка с Данилочкой вообще целенькие, потому что они были в дальней той спальне, и на диване диван поломался. Они оказались на полу, может быть, поэтому они... Хотя шифонер потом упал на этот диван. Так, это был взрыв в Волгодонске. И теперь я вам хочу показать фильм, который перевел чеченский след «Рязанский сахар» на своем канале. Фильм на канале АРТ, французский канал, который перевел. И вот смотрите, с чего начинается вот этот фильм. И как русских военных накачивают вот этой пропагандой. Причем фильм показывается про Гитлера. Каждый солдат и каждый офицер, покидающий армию, должен быть расстрелян. В 17 году Клемансо приказал расстреливать в оставших частях каждого 10-го. Но нельзя же расстреливать всех, мой фюрер. Мы должны быть выше людских страданий. Тогда мы выполним свою миссию. Скажите, как вы думаете, цель оправдывает цель? Посмотрите на его лицо. Это фрагмент из фильма Виталия Манского, где Путин приезжает на место взрыва одного из домов, и там такой дурачок, наверное, Виталий Манский, хотя за это просто, вот за этот кадр, посмотрите на его рожу, за этот кадр и за этот вопрос, ну, может, Виталий Манский все прекрасно понимал, да, ему нужно было как-то делать это. Ну, не знаю я, не знаю, но он в этом фильме говорит такие вещи Путину. Говорит, цель оправдывает средства. И посмотрите на реакцию Путина еще раз. Это на месте взрыва. И смотрите, как он теряется. И он не знает, что ответить.
Скажите, как вы думаете, цель оправдывает средства? Он даже сглотнул. Бедолага, бедолага, попался, думаю. Ну все, они узнали, что это я. Это дальше, ну это сейчас вырезки, я советую вам посмотреть. Фильм называется на канале «Чеченский след. Рязанский сахар. Как Путин стал президентом. Взрывы домов в России в 1999 году». Видео от канала Arte France. Я вам показал этот момент, сейчас я вам покажу другой момент. Это предвыборное, вот он только стал президентом, то есть это 2000 год, март месяц, он избран президентом, он победил и так далее. Прошли выборы, прошло полгода. Все, кто с ним пьют вино, празднуют его победу, Виталий Манский, все остальные, все уже прекрасно знают, что Путин взрывал с Патрушевым дома. В Чечне идет геноцид, уничтожение всего живого. Разрушаются города и живого, и неживого. И животные, и поля, и пастбища, все уничтожается. Больницы, роддома, о которых нам постоянно говорят, да, упоминая при этом Басаева, это все уничтожается. Уничтожаются дети, взрослые, старики. Пытаются, устроены концлагеря, невероятный по масштабу геноцид идет. Людоеды, каннибалисты пришли во время оккупируют нашу страну, живой президент у нас. И вот все у нас имеется и нас уничтожает. Весь мир молчит. Хотя не совсем молчит, но не делает до конца того, что следовало бы сделать. Чтобы не прийти к сегодняшней ситуации, чтобы в Украине не гибли люди, чтобы в Грузии не гибли люди после этого. И вы обратите внимание, за все годы войны 2004 года по 2000, когда в 2007-2008 году, когда сопротивление ослабло и был объявлен Имарат Кавказ, Дока Умаров сложил в себя полномочия президента и возглавил Имарат Кавказ, то вот с тех пор, только лишь с тех пор, Россия пошла дальше завоевывать свою территорию, чужие территории, которые она считает своими или хочет считать своими. Обратите внимание, с 1994 по 2008 год, 14 лет, Россия ни на кого не нападает. После того, как она уже освоилась, напала на Грузию, потом она отправляет своих там, сперва там агентов, а потом уже свои ВЧК в Африку, потом она воюет в Украине, потом она воюет в Сирии, потом она совершает террористические акты в Лондоне, потом она при помощи ядерного полония, потом она убивает людей здесь, запускает новички разные, убивает людей при помощи новичков. Затем она запускает, без сомнения, в этом нисколько не сомневаюсь, запускает коронавирус, который, обратите внимание, каждый год или полгода, сперва COVID-19, потом Дельта, потом омикрон сейчас появился, каждый раз появляется новый. И весь мир должен сделать вид, что ничего не происходит, что это, да, на самом деле от какой-то летучей мыши, да, из Ухани откуда-то там, китайцы едят летучих мышей. А вот откуда Дельта взялась? Он мутировал, не может быть. А теперь омикрон, он мутированный теперь омикрон. А сколько он так будет мутировать? Сколько это будет продолжаться? А будет это продолжаться, пока в Кремле сидит вот эта крыса. И банда ФСБ не привлечена и не обозначена. Привлекать их будем потом. Сейчас нужен суд, справедливый, объективный суд над этой террористической организацией. И вот после этого пойдет процесс. И мы, чеченцы, будем в первых рядах тех, кто будет
на законных основаниях привлекать к ответственности. Мы ждем от международного сообщества, когда у этого международного сообщества хватит силы воли, духа, чтобы признать эту банду террористической и обозначить их, и судить их. И мы будем в первых рядах, кто будет их находить и привлекать к ответственности, привозить в международные институты, международные суды для привлечения и наказания виновных. Ну, давайте послушаем вот этот фильм. Согласился поехать с нами на место первого взрыва в Москве. Je tiens à préciser que pas plus à l'époque qu'aujourd'hui, je ne crois à une quelconque implication de Vladimir Poutine dans l'explosion de ces immeubles. Хочу уточнить, что не больше, чем тогда, сегодня, я не верю в причастность Владимира Путина к взрыву этих домов. Toutefois, le fait que des agents du FSB aient apparemment été surpris à Kazan en train de placer dans la cave d'un immeuble des sacs contenant le même explosif, apparemment pour simuler un attentat, appelait nécessairement des explications de la part des pouvoirs publics. Однако тот факт, что агенты ФСБ были пойманы в Рязани за размещением в подвале жилого дома мешков с таким же взрывчатым веществом, якобы для имитации нападения, обязательно требует объяснений со стороны государственных органов. Ну, очень глупо, да, так говорить. Президент страны не уволил никого, не снял с должности, не говоря уже о том, что привлечь к уголовной ответственности. Ведь русских убили. Ладно, чеченцы, их можно убивать, там, это уже расчеловеченные, да, для них. И русские, как фашисты, настоящие фашисты, они к этому относятся спокойно. Но вот этот, наверное, речь о Виталии Манском, который позвал и Путина, да, и это фильм именно снят им тогда. Вот Виталий Манский говорит, я не верю в причастность к Путину. Ну, я не знаю, он или наивный дурачок, как так? Или он так делает, чтобы говорит это для того, чтобы его там, ему продолжили находиться рядом с Путиным. Не знаю. Делают из нас дураков. Дело об учениях ФСБ ведет само ФСБ. Ну, поведет оно это дело и в конце концов закончит. Скажите, как вы думаете, цель оправдывает цель? Цель оправдывает? Цель чья? Вот их цель оправдывает цель. Цель террористов? Да. Ну, разве можно не правильно? Но этот вопрос, на самом деле, я вот Виталию Манскому готов все простить только за этот вопрос. Просто вместо нужно, просто гениальный вопрос. Цель чья, он говорит, Путин, видите? Никогда не может решиться на подобные поступки. И смотрите, что говорит он теперь. Живыми людьми, ни в чем не повинны. Ночью. Абсолютно. У меня в голове не укладывается. Невероятно. Невероятно. Это нечеловеческая жестокость. Просто мы должны понять, что мы должны противоставить. Этому можно противопоставить только силу. Без этого нам не государство не сохранит, и людей не сохранит. 13 марта исполнилось полгода с того дня, когда жилой дом по Каширскому шоссе взлетел на воздух. Сейчас здесь ничего нет, кроме часовни и фотографий, напоминающей о страшной трагедии, которая произошла на Каширском шоссе. Недалеко от этого места, всего в 20 метрах, стоит школа. В ней находится избирательный участок. Сюда пришли голосовать люди из ближайших домов. Для многих из них не нужна была никакая агитация. Полгода назад они убедились в правильности тезиса, что спасти может только сильная и жесткая власть. Бандиты хотят положить оружие и не используют те возможности, которые предоставил им парламент России. Не пользуются законом о амнистии. Те, кто не пользуется, убивают. Есть информация, что там движение какое-то боевиков есть.
Да. Ну, понятно почему. Потому что сам факт, там не важен результат. Не важно, за кого они будут голосовать. Важно, что они голосуют. И те, кто голосовал за будущего президента, тоже будут знать, что они голосовали, отдали свои голоса за будущего президента. И они могут с него потребовать соответствующих действий в отношении своей республики. Я думаю, что это очень важно. И у меня есть все основания полагать, что скоро мы будем иметь возможность убедиться, что голосование в Чечне состоялось. Спасибо большое. Вы слышите, что он говорит? Он говорит, что нужно, что избиратели Масхаду, они должны потребовать, да, я так понимаю, об этом он говорит, что нужно от Масхаду потребовать, они же избиратели, загнав туда сотни тысяч своих головорезов, бандитов, и все журналисты сидят и хавают. И мы это тоже не забыли, и мы это не забудем никогда, но мы должны двигаться дальше, мы должны дальше развивать этот процесс и не останавливаться на этом, что когда-то журналисты ничего не сделали, не сказали. Да, был мировой заговор, на мой взгляд, просто мировое согласие с геноцидом чеченцев. И мы считаем, что теперь мир должен обратить внимание и отмотать назад. Об этом я говорю, об этом я призываю и буду призывать. А вот главные люди, которые помогали Путину. Опять же, я напоминаю, события происходят в марте 2000 года. То есть через полгода после взрывов Путин избирается президентом. Вы видите эти лица. Они почти много лет были рядом. Еще другие лица вы сейчас увидите. Они много лет были рядом, занимали большие должности, были большими чиновниками. Например, Козак сейчас Украиной занимался какое-то время. Ну и на Олимпиаде хорошо руку погрел. Ну, на всем. Чубайс, например, по нанотехнологиям там, и так далее. Говорят, он связан с американцами и так далее. Но если Путин говорит, что он вычищал всех, он с Сакуровым, когда говорил, он вычистил всех. Я могу с уверенностью сказать, что все-таки Чубайс не был американским. Чубайс самый настоящий имперец и фашист. И он не был не только американцем, он водил за нос американцев. И как сейчас продолжают делать некоторые другие товарищи, которые прикидываются демократами, либералами, нормальными людьми, а на самом деле являются агентами, марионетками ФСБ. Вот, смотрите, самый большой оппозиционер когда-то был, да? Касьянов, Миша 2% его погоняло было. Где-то он там поругался с Путиным, ушел и стал таким оппозиционером и так далее. Но вы все были рядом с ним. Вы были тогда, когда он взрывал дома, вот сейчас его избирают, и это вас всех устраивало. Почему? Что изменилось? Деньги не поделили? Или по заданию просто отправили быть оппозиционером? Как вы все-таки оцениваете предварительные итоги выборов? Мне кажется, что специалисты, которые прогнозировали итоги, нужно отдать им должное, они вроде попадают. Я чуть перемотаю, чтобы еще мне надо вам кое-что показать. Здесь я хочу показать жену, первую леди президента, так называемого террориста, президента российского, у которой муж только что был избран президентом, и она стала первой леди. Посмотрите на ее лицо. Она-то прекрасно знает, на что способен ее муж, причастен ли он к взрывам домов. В это время, нужно признать, были люди, которые пытались разобраться в этом, такие как Щекочихин, Ющенко, которые были убиты. И убийца, преступник, террорист,
он, конечно же, переживает. Ну и жена, она тоже, видимо, за своего мужа переживает. Ну давайте посмотрим просто на ее лицо. Ну, это реальность, если написано. И на экране, и на улице. Но все было прямо шаг за шагом, потихонечку. У Медведева лицо более довольное, чем у нее. Посмотрите. Ну, Медведев за это ответственность точно нести не будет, как он полагает. А она, как бы, ну, это ее коснется. Она так думает. Или, может быть, Медведев, у него жена, я не знаю. Хотя, может быть, Медведев был первым леди. Или первым ледом. Ни одной улыбки за все время. Чуть-чуть улыбнулась. Ваша позиция поддержки или не поддержки? И вот сейчас я вам покажу отношение вот этого сброда, несмотря что есть камера, отношение к русскому народу и к россиянцам. Я принадлежу программе правых сил. Союз правых сил принял. Союз правых сил, это Немцов сейчас выступает. Слушайте, что говорит Немцов, и потом... Решение, вы знаете, это непростое решение, поддерживает Путина. Хотя вместе с Ириной Хакамадой мы воздержались. Второе, я считал... Немцов и Хакамада воздержались, но Союз правых сил поддержали. И сейчас считаю, что для страны лучше было бы, если бы прошло 2 тура. Между первым и вторым туром фаворит гонки мог бы взять на себя обязательства, в первую очередь перед народом. И мы бы не в таком состоянии неопределенности, в котором мы находимся сейчас. Мы действительно не знаем программу экономическую Путина. Эту программу он не собирался обнародовать. И, видимо, она появится только после инаугурации. А это значит, что и для экономики страны, и для граждан страны... А теперь я вам покажу буквально несколько секунд, как они относятся к людям. Что завтра в 10 совещаний. Я просто рыдал. Я же от народа, поэтому я должен поддерживать своим. Ты от кого? От народа. Это кто такое? Слышите? Народ это мы, это электорат. К сожалению, мы не можем собрать. Видели? Народ это что, говорит? Народ это кто? Потом народ это что? Они уже хозяева. Итак, дальше хочу вам немного, чтобы вас не занимать ваше время, и рассказать про взрыв дома, новости с Марьяной Максимовской. Показать вам эти новости. Марьяна Максимовская одна, на мой взгляд, была из немногих журналистов, которая более-менее пыталась быть объективной. Да, не по отношению к чеченцам, по отношению к русским. По отношению к чеченцам там не было практически никого. Даже в первую русско-чеченскую войну. Причем самое интересное, вот я украинцам хотел задать вопрос. Киселев у вас там один есть, да? Он такой большой человек был в России во время взрывов домов и так далее. Потом Гонопольский к вам туда уехал, то же самое. Это все просто заклейменные агентура, просто печати на них ставить нечего. Почему они у вас ведут пропаганду? Вы понимаете, что они они у вас внутри, набирая вот этот коллектив, когда вы их делаете какими-то чиновниками, разрешаете им быть, да, вы их не делаете, но вы им разрешаете быть. Они набирают вот эту агентуру и сперва в очень мягкой форме, вот как Кавказ-центр, который у нас был, в мягкой форме, а потом уже и в грубой форме, и когда в час X, когда потребуется, они открыто начнут Западу рассказывать, какие украинцы фашисты. Почему вы их не гоните, этих Киселевых там и Гонопольских оттуда? Я не понимаю. Вы чего ждете, украинцы? Вы ждете, пока у вас час X наступит, чтобы потом... Невероятно просто. Ребят, надо гнать к чертовой бабушке оттуда. Всех. Давайте послушаем новости того времени. По этим Киселевым, Гонопольским я тоже буду, кстати, выходить на украинцев и говорить, писать и делать у себя тоже видео. Для того, чтобы их оттуда гнали к чертовой бабушке. Давайте послушаем. Рабочие откачали воду из
В Москве специалистам удалось вплотную приблизиться к эпицентру взрыва. Рабочие откачали воду из воронки, и теперь ее дно исследуют оперативники. Основная версия случившегося — теракт. Накануне на месте взрыва были обнаружены фрагменты взрывного устройства и взрывчатые вещества – гексоген и тротил. Предполагается, что взрыв произошел в результате приведения в действие взрывного устройства, заложенного в магазине на первом этаже здания. Сейчас уточняется информация о владельцах этого магазина. Имеются сведения, что ими были чеченцы. Этой ночью, по подозрению к причастности к взрыву, задержаны 2 человека. Кроме того, найдены 3 машины «Жигули» 7 модели и 2 автомобиля «Форд», которые также проверяются на содержание в них взрывчатого вещества гексогена. Тем временем, возможно, уже сегодня начнется частичная разборка того, что осталось от жилого здания. По предварительным данным, ущерб от взрыва оценивается примерно в 500 миллионов рублей, без учета стоимости новых квартир, в которые должны переехать пострадавшие. Сейчас полуразрушенный дом в Печатниках выглядит так. В эти выходные необходимо полностью вынести оставшиеся вещи, после чего можно будет сносить остатки строения. На его месте и на месте соседнего дома, пострадавшего от взрывной волны, к лету 2000 года планируется возвести жилой комплекс общей площадью 40 тысяч квадратных метров. Николай Долгополов, телекомпания НТВ. И знаете, очень важный момент. Вот эти дома, которые взрывались, интересно, кто восстанавливал потом на этих местах на жилые комплексы. Не связанные ли с Путиным и с Патрушевым строительной компанией? Тоже было бы интересно наблюдать за этим, узнать этот момент. Сегодня в Москве интерфаксы подтвердили факт задержания 2 подозреваемых в причастности к взрыву. Пока они задержаны в соответствии с законом на 3 суток, но никаких подробностей в ФСБ пока не сообщают. Сегодня ночью в Москве несли усиленное дежурство более 600 сотрудников милиции. Резко участились как сообщения от граждан о подозрительных предметах, так и анонимные сообщения о заложенных бомбах. В Москве нашли еще тела погибших, и, очевидно, этот список будет еще расти. Репортаж Андрея Антонова. К сегодняшнему дню работы по зачистке обломков у дома номер 19 и 17 практически завершены. В настоящий момент экскаваторы расчищают подвал, где находился злополучный склад с лакокрасочными материалами. К этому моменту жители пострадавших домов сконцентрированы у кинотеатра «Тула», где размещен временный штаб для оказания помощи потерпевшим. По данным Федеральной службы безопасности, сегодня утром из-под обломков были извлечены еще 4 мертвых тела, 3 женщин и 1 мужчины. Всего за время расчистки завалов их было обнаружено 92. Фрагменты неопознанных человеческих останков занимают 4 пластиковых мешка. Многие люди не могут отыскать своих близких ни в списках живых, ни в списках мертвых. За помощью найти близких обращаются практически все приходящие сюда. Людмила Веселова разыскивает своего племянника 2 сутки. Поиски среди живых результаты не дали. Остались морги. Вот он один был. Пришел с работы, и вот так, что произошло у нас. Ну, 2 сутки разыскиваете уже сколько? Да, мы вчера и вот сегодня. Сейчас моя дочка еще по моргам ездит. А я уже не в состоянии, я сама падаю. И сестра ждет матери. Маленький Алеша Кузнецов за несколько часов до взрыва уехал в гости к бабушке по отцовской линии в другой район. Его родители находятся на даче в Орехово-Зуево и, похоже, ничего не знают о случившемся. В загородном доме нет ни радио, ни телевизора. В их квартире в доме номер 19 оставалась лишь бабушка по материнской линии. В штабе сообщили, что она может находиться в гостинице «Шахтер». Поиски Алеши в тот день результатов не дали, но они убеждены, что бабушка жива, и найти ее – дело времени. На 1-м этаже гостиницы – столовая для пострадавших. Надежда Головлева живет здесь со своими детьми уже 3-й сутки. Ждут ордера на жилье. За 15 минут до взрыва Надежда проводила мужа на работу и уложила дочерей спать. Когда произошел взрыв, Даша, Яна и Надежда выскочили на лестничную клетку. Но лестничного пролета на обычном месте не было. У нас вообще нет лестницы. Некуда нам было выбегать. То есть как? Ну, упала лестница вниз. Как же вы выбирали? Через балкон помогли. Уцелевшим при взрыве людям выдают ордера на новые квартиры. У тех, кто Здесь очень важно еще обратить внимание, как подаются новости. Обязательно употребляется слово «чеченец», «Чечня», это связывается с Чечней, и после этого, после короткого промежутка о самом взрыве, показывают пострадавших, как им выделятся деньги, как им будут выделяться квартиры, что то горе, которое есть. Это нужно для максимальной остраски, для того, чтобы русские возненавидели всем своим нутром чеченцев. Прочувствовали все горе, все проблемы, бытовые, вот эти все
трудности, которые им приходится выжившим даже переносить, да, больницы должны быть показаны, трупы должны обязательно показать. Вот это нагнетание идет. Обращаю внимание, НТВ супер крутой, там Гусинский и все такое, и супер объективная Марьяна Максимовская. У близких есть слабая надежда, что, получив ордер, их родственник просто уехал на новое место жительства. Кто хочет эту комнату взять смотровой на Митина, проходите. Власти Москвы стараются обеспечить людей всем необходимым – одеждой, продуктами, по 10 тысяч рублей на лечение. Родственникам погибших также выплатят по 10 тысяч рублей. Организация похорон будет целиком осуществлена за счет средств города. Что касается дома номер 19, то монтажники уже приступили к его разборке. Андрей Антонов, Елизавета Листова, Алексей Кременецкий и Алексей Ермилов, НТВ, Москва. Сегодня в Москве прошли первые похороны погибших во время взрыва в доме на улице Гурьянова, тех, кого уже смогли опознать. Сегодня хоронили семью Агеевых, Александра, Елену и их сына Ивана. Мальчику было 1,5 года. А Елена Агеева работала врачом в 68-й больнице, одной из тех больниц, куда привозили и пострадавших во время взрыва. Сегодня в ФСБ подтвердили факт задержания. Ну, это очень хорошо, что они тогда это так показывали. Сегодня, показывая русским, если это русские увидят, то они, наверное, вспомнят, кто убивал и какое горе они причинили. Мы за свое спросим, хватит ли у русских духа спросить за свое горе. Двух подозреваемых в причастности к взрыву. Пока они задержаны в соответствии с законом на 3 суток. По данным ИТАР-ТАСС, эти подозреваемые жители Чечни, работающие в коммерческих фирмах, которые располагались на 1-м этаже взорванного дома. Хозяин фирмы, некто Лайтанов, сейчас также разыскивается. Поступили и сообщения о том, что найдены 3 машины, «Жигули» и 2 «Форда». В них ищут частицы взрывчатого вещества, гексогена, которые нашли на обломках взорванного дома. Но никаких других подробностей в спецслужбах сейчас не сообщают. Лайпанов, который мог быть причастен к взрыву. Со слов свидетелей, составлен его фоторобот. Следователи работают и с 2 другими задержанными. Это владелец магазина, находившегося на 1-м этаже взорванного дома, и посредник по продаже этого магазина. Один из них чеченец. Между тем, московские власти уже... Один из них чеченец. Там задержали, наверное, 500 человек, один из них чеченец. Заканчивают распределение квартир семьям пострадавших. Из 370 ордеров. Короче говоря, нужно было в любом случае нужно было пристегнуть чеченцев. И ни одна новостной выпуск не проходил без упоминания журналюгами слово чеченец, чеченский след там, и так далее. Ни на НТВ, ни на ОРТ, там, или как они там, Россия тогда, как они назывались. Вот на эти Россия 24 или Россия 2 был. Вот все это было. Мы все это помним, все это знаем. И я не хочу оставлять это преступление на нашей совести. И я сделаю максимально так, чтобы люди узнали правду. Люди должны знать правду. Кто взрывал русских в своих же домах? Я понимаю, что разным ФСБшникам, разным военным, которые вообще не имеют никакого веса, они только мясо, которое посылают в Украину, в Сирию, в Чечению, в Грузию. Это никто. Они хозяева, вот эти военные, положения, когда они герои. Когда их банд-армия захватывает какую-то деревню, и там ловят они какого-то бедолагу, которого они просто подвергают жестоким экзекуциям. Вот русские военные, российская армия. Но когда они возвращаются к себе на родину, они ноль, они чмо. Самые конченые товарищи, которые есть в этой стране. И поэтому они стремятся еще раз поехать куда-нибудь воевать, там денег заплатят, ну и опять он свои садистские наклонности сможет удовлетворить, поймав опять какого-нибудь бедного человека и начнет им пытаться. Хозяевами России являются ФСБ, они являются аристократией, они являются дворянством русским. Но, к сожалению, аристократия, они на фоне вот этого... не хочу говорить это слово, вот этой субстанции военных, других и молчаливого русского общества. Вот на их фоне, на фоне офицеров, менты у них вообще ноль
военные такая же тема, и являются дворянами ФСБшники. Но самое интересное в этом то, что они лишь только на фоне их являются какими-то дворянами. А сами ФСБшники, по большей части, ведь их россиян взрывали, да, их русских взрывали, завтра могут взорвать их личных, родных, близких, может быть, у какого-нибудь ФСБшника и были погибшие родственники и так далее. Они из себя представляют, ну, кучу нехорошей субстанции. Вот кто являются эти ФСБшники. Поэтому дворянство... Какой царь, такое и дворянство. И вот напоследок я бы хотел бы вам показать буквально минуту Буковского, который рассказывает о взрывах домов. Суть притом, там слишком много претензий. Ну, он, во-первых, он пришел к власти, вот этот приход чекистов к власти, это отдельное, вообще-то, обвинение. Это взрывы домов. Ельцину? Нет, Ельцину претензии есть. Приход чекистов к власти – это претензии к Ельцину, правильно? Отчасти. Но дальше-то ведь они сами это делают. Ведь кто Путин? Кто знает Путина? Его и в Питере никто не знал. А тут он вдруг в течение полугода от директора ФСБ переходит на премьер-министра, и к концу года он уже президент, исполняющий обязанности. Да? Как это все сделано? Взрывы домов. Чеченская война. Вот это как Что такое взрывы домов? Вы хотите сказать, что дома взорвали не чеченцы? Они были взорваны по распоряжению Кремля. Скорее всего, через ФСБ. Вы уверены в этом? Уверен. 100%. Здесь важно отметить, конечно, я очень уважал, с уважением отношусь к памяти Владимира Буковского, но нужно сказать, что власть в России, в Советском Союзе была захвачена КГБшниками до Ельцина и до того, как он ее передал Путину. В 1982 году, когда Андропов пришел к власти, тогда вот эта военная армия, которая какой-то имела вес, потом по инерции еще имела этот вес и поддерживала этот вес, но еще больше она была задвинута. Особенно это было, когда в Афганистане уже война была проиграна, и вся вина была взвалена на военных, на советскую армию, что они проиграли, что они не справились и так далее. На самом деле это по большей части, конечно же, тоже миф ФСБ. И власть Ельцину от Горбачева, от сталиниста Горбачева, которого дали Нобелевскую премию мира, перешла по сценарию. Не было никакого развала Советского Союза. Было переформатирование с колхозной экономики на рыночную экономику с целью притвориться слабыми и поверженными и войти во все международные институты и спасти не Россию и Советский Союз. Как вы видите, Советский Союз они бросили на произвол судьбы, и хотя на местах разные КГБшники, потому что весь Советский Союз был окутан, да, в каждом, как сейчас в Чеченской Республике есть Игорь Кочнев, бандит, главарь банды УФСБ по Чеченской Республике, также был и в Казахстане свой Назарбаев, бандит, был Алиев в Азербайджане, Шеварднадзе в Грузии, ну и во всех в этих советских республиках. Они, дававшие присягу на верность коммунизму, большевизму, которые печатали миллионы книг, экземпляров, сотни тысяч, миллионов, миллиардов этой макулатуры по великому Советскому Союзу, путь справедливости к миру, созиданию, покорению всего мира, и победы идеологии коммунизма во всем мире и так далее. Ну, бред, придуманный Карлом Марксом, который дурачок Ленин подхватил и принес в Советский Союз для захвата власти.
Вот цель КГБшников тогда была сохраниться самим. Не спасти идеологию коммунизма, учения Маркса, Ленина и так далее. Была задача спастись КГБшникам. И вот в последнем фильме «На настоящем времени», который вы посмотрите, того же Виталия Манского, ну там еще один есть, ну там в титрах пишется Виталий Манский, не помню, второго кто там был. Горбачев об этом прямо говорит. Фактически идет разоблачение. И кто-то мне расскажет, что Горбачев развалил стену, вывел войска из Афганистана и так далее. А я скажу, это не так. Стену, Берлинскую стену, разрушил не Горбачев, которому дали Нобелевскую премию. Стену берлинскую между немцами разрушили американцы. И даже не американские спецслужбы. Американские спецслужбы проиграли русским спецслужбам. И сейчас, мне кажется, проигрывают подчистую иногда. Американская нация, американский народ разрушил стену и победил Советский Союз, победил КГБ. А вот у американских спецслужб, которых сейчас их огромное количество, не хватило воли, рационализма, не знаю, ума, профессионализма, не знаю, чего там не хватило. Уничтожить и покорить. Сейчас мы видим, что поставить стойло КГБ не получилось. Террористическая организация с еще большими масштабами разрослась. И сейчас ее нужно выковыривать штыком и гранатой из всех международных институтов. Американская нация, которая трудилась, которая создавала противоракетную оборону СОИ, вот что является тем, что разрушило Берлинскую стену и вывело войска из Афганистана. Об этом прямо в 1985 году пишет Абдурахман Авторханов в своей книге от Андропова к Горбачеву. Он пишет в 1985-м, стена еще не разрушена. Но он говорит, что это будет в ближайшее время, что Горбачеву нужно что-то сделать. И потом я уже на основании этой книги прихожу к логическому мышлению, логическому заключению, что они были вынуждены. И Горбачев в своем последнем вот этом фильме рассказывает, что нужно было спасти. И этот год Горбачев, который, я уверен, очень информирован человек до сих пор, они считают критически важным годом, 22 год. И абсолютное добро и справедливость на этой земле, которая была оболгана, уничтожив треть населения от этого добра, которые несли честность и справедливость в этот мир, у него есть шанс, что в этом году абсолютное зло на этой земле будет повержено. И тогда голос чеченцев будет услышан. И мы каждый, чеченец, украинец, грузин, русский, все люди доброй воли, которые понимают, о чем мы говорим, и знают, где добро, где зло, должны приложить усилия в этом году для достижения этой цели. И да, мы достигнем этой цели. Несмотря ни на что, несмотря на те колоссальные потери, ту невероятную ложь, которую на нас наложили, и нас вроде бы нет. Не было Дудаева, не было Масхадова, не было убитых 300 тысяч, не было наблюдателей от ОБСЕ, не было американцев, которые поддерживали Джохара Дудаева. Не было западных стран, которые поддерживали, дружили, стран Балтии, которые очень до сих пор к нам хорошо относятся. Было и явилась истина, и сгинула ложь. Воистину, ложь обречена на погибель. Все будет Ичкерия. Ассаламу алейкум. Спокойной ночи. Всего самого хорошего.